понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья! Вот они, Крым Реалии, в ваших радиоприемниках. Вы нас не слышите, вы нас не видите, но мы есть. Надеемся, что слышите. Кстати, видеть вы нас тоже можете, потому что прямые трансляции наших эфиров никто не отменял. Милости просим к нам на сайт, а кроме того, милости просим на наши страницы в социальные сети. В любые социальные сети, в которых вы зарегистрированы, вы можете нас найти, предложить нам свои темы, поругать, похвалить. В общем, любой контакт с аудиторией приветствуется нами. Даже если этот контакт иногда построен только исключительно на обсценной лексике. Мы не боимся слушать, не боимся говорить. Поэтому прямо сейчас и будем, друзья, рассуждать о том, о чем на самом полуострове принято по большей части молчать. С 25 по 31 января в Крыму действовала миссия Совета Европы по правам человека. Во главе со швейцарским дипломатом, послом Жераром Штудманом. Наблюдатели Совета Европы, по большому счету, стали первыми представителями международных организаций, которые получили доступ к полуострову за последние 2 года. О целях миссии и ее деятельности в Крыму за это время в короткой справке от наших корреспондентов. 100 слов по теме. Делегация Совета Европы из 4 человек во главе со швейцарским дипломатом, послом Жераром Штудманом, прибыла в Крым 25 января. Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд заявил, что он решил направить делегацию в Крым для оценки положения с правами человека на полуострове. По словам самих делегатов, миссия в Крыму работает совершенно независимо, не касаясь каких-либо вопросов, особенно связанных с территориальным статусом Крыма. Мандат миссии охватывает все основные вопросы прав человека, в частности, свободу выражения мнений и свободу СМИ, свободу собраний, права меньшинств, права местного самоуправления, борьбу с коррупцией, а также условия содержания в тюрьмах. В Крыму представители Совета Европы провели ряд деловых и ознакомительных встреч с российскими властями полуострова, представителями местной прокуратуры, заключенными, представителями крымско-татарского народа, пророссийскими и проукраинскими активистами полуострова. По итогам своего визита в Крым европейские дипломаты составят независимый отчет, где представят свое видение ситуации с правами человека, которая сложилась на полуострове. Доклад будет представлен на рассмотрение генерального секретаря Совета Европы в конце февраля, начале марта. Наблюдатели Совета Европы стали первыми представителями международных организаций, которые получили доступ в Крым, начиная с 2014 года. 100 слов по теме. Вы знаете, есть факт, но этот факт нуждается в явном осмыслении, потому что, с одной стороны, звучит все очень масштабно. То есть у нас есть миссия, у нас есть наблюдатели, у нас есть полуостров, и, соответственно, что может миссия поделать по итогу после своего визита на как раз-таки территорию Крыма? Вот об этом все мы будем сегодня говорить в студии. И у нас с нами сейчас на связи координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. А вот если переводить с языка сухих дипломатических сводок на язык бытовой и житейский, то миссия, собственно, Совета Европы, о чем она и для чего она? Угу. У нас была встреча с представителями миссии до того, как они поехали в Крым, и, конечно, мы задавали те же самые вопросы и понимали риски, потому что на сегодняшний день, как бы миссия ни заявляла, о том, что это не имеет политических последствий, однозначно, что в любом случае в отношении Крыма любые действия имеют политические последствия. Мандат миссии сугубо касается прав человека, и пан Штудман сказал о том, что они не решают и не влияют на вопрос статуса Крыма, и их задача собрать как можно больше информации о реальной ситуации с нарушением прав человека. В связи с этим их задача была найти конкретных людей, найти конкретные контакты тех людей, которые будут там. Мы предупреждали о том, что, естественно, будет так называемая российская программа. И она действительно состоялась. Однако на сегодняшний день, что мы видим, отмечаем какие-то позитивы, это то, что все-таки по нашей контактам и по нашей информации, которая подтвердила, что все-таки представители миссии встречались действительно, скажем так, и с другой стороной, то есть с реальными пострадавшими, с реальными людьми, которые и жертвы политических преследований, и люди, которые преследовали за свободу слова и выражения мнений.
Поэтому это дает хотя бы основание полагать, что все-таки они смогли получить более-менее объективную информацию о нарушениях прав человека в Крыму, а не только российско-крымскую версию. Ольга, еще вопрос. Это, А да. вот эта миссия состоялась, по сути, ну вот она, по большому счету, проходит в те дни, когда мы отмечаем двухлетие с момента появления российских войск на территории полуострова. И в социальных сетях появляются вопросы, почему только сейчас, почему спустя 2 года, почему раньше не было подобных инициатив. Это потому что, не знаю, Киев блокировал, Москва блокировала, или со стороны Совета Европы не было подобной заинтересованности. Вот у вас есть какой-то своя версия ответа на этот вопрос? Да, я, во-первых, поправлю, что это не первая попытка. На самом деле в 2014 году осенью господин Мужний, экс-комиссар по правам человека Совета Европы, посещал Крым. Мгм. И он тогда, как раз-таки его доклад был публичный, он был довольно жестким, и он, конечно, говорил о нарушениях Российской Федерации. И после этого были очень серьезно нарушены, скажем так, дипломатические отношения с Россией. В принципе, после этого комиссар больше не смог попасть в Крым. Мгм. И поэтому в связи с том, что, конечно, Россия, понятное дело, на всех дипломатических и политических уровнях пытается этому противодействовать. Один из основных моментов, который использует Россия, это политический аспект, что вы должны полететь, грубо говоря, только там через Москву, да, только через, грубо говоря, там с российского согласия. Украина, да, со своей стороны всегда готова, и она, наоборот, заинтересована в том, чтобы там были международные структуры, чтобы то, что происходит в Крыму, было публичным и известным для Европы, и для Америки, и для других партнеров Украины. Для нее это аргументы. Поэтому Украина всегда настроена положительно, и мы же понимаем, что даже в каких-то вопросах Украина закрывает глаза на некоторые вопросы, связанные, например, с территориальным попаданием в Крым. То Да? есть с логистикой Здесь тоже этот вопрос. перемещения, да. Шашечки или Да, ехать? да. Да, и здесь, естественно, тоже нет смысла, да, делать вид, что мы не знаем о том, как попала туда миссия. Но во имя, да, так сказать, более стратегических целей, да, Украина все-таки идет на эти риски, потому что главное показать на всех международных институциях, что Россия нарушает там права человека. Еще один вопрос. И почему? Да-да, Да. если позволите, просто очень мало времени, очень много вопросов. Скажите, Я а вот понимаю. эта миссия, она, то есть, условно говоря, этот визит, он одноразовый по своему существу, или он будет там раз в полгода, там вот подобные визиты Да, я совершаться? объясню. Здесь, конечно, будет решать Совет Европы, и многое зависит от того доклада, который будет положен на стол Ягланду, то есть нынешнему генсеку Совета Европы. Насколько нам понятно, на сегодняшний день это первая попытка попробовать вообще попасть в Крым, потому что первоначально они вообще даже не знали, доедут ли они до Крыма, но получится ли все-таки договориться с Москвой. Как минимум, видим, что миссия все-таки получилась, и пробный вариант есть. Дальше, на самом деле, все зависит, по сути, от тех рекомендаций, от того доклада, который увидит Генсек. К сожалению, скорее всего, он не будет публичным, и мы его не увидим. Но мы увидим реакцию Совета Европы, будут ли последующие миссии. Сам глава миссии этой временной говорил о том, что с его точки зрения, да, это должна быть не разовая миссия, да, а должно быть более-менее какое-то постоянное присутствие. Но вот форматы на сегодняшний день говорить сложно, какие это будут форматы. Все будет более-менее ясно после того, как сам отчет попадет к Генсеку. Понятно. То есть, условно говоря, полномочия миссии заключаются в сборе данных, в сборе свидетельств, в разговоре с очевидцами и в составлении доклада, ни в чем более. Да, их основная задача собрать информацию и передать соответствующий доклад с последующими рекомендациями для Генерального секретаря Совета Европы. Это будет, естественно, влиять в целом на дальнейшую вообще политику, в том числе повестку, да, для Совета Европы, и в том числе по Крыму и как взаимодействовать с Россией. Поэтому, в принципе, да, многое зависит от самого этого документа итогового. Последний вопрос, возможно, очень любительский, но тем не менее. А какие полномочия есть в распоряжении Генерального секретаря Совета Европы? Какой инструментарий у него есть для того, чтобы, там, не знаю, имплементировать там какие-то рекомендации доклада в жизнь? Да, это действительно сложный вопрос, и как раз-таки во вторник на ПАСЕ сам Генсек выступал с докладом, где говорил о том, что все-таки есть определенный кризис, и сегодня они ищут новые инструменты, да, как заставлять, в том числе страны-участницы Совета Европы, соблюдать Конвенцию о правах человека. Возможно, после этого будут как раз-таки какие-то новые инструменты. Надо понимать, что вообще площадка Совета Европы, на самом деле, она, скажем так, весьма, такая дипломатическая, да, она в основном переговорная. И как один из вариантов, который может быть, но я не могу
могу утверждать, да, что это так будет, потому что это зависит все-таки от Совета Европы. Это может быть создана одна из новых площадок, которая будет касаться только Крыма, переговорная. Да. На сегодняшний день мы знаем, например, о Минском формате по Донбассу. Да, как вариант, может быть, Совет Европы возьмет инициативу и инициирует площадку переговоров по Крыму. Да, Как минимум, это хотя было бы, бы например, там обмена политзаключенных и так далее. Это было бы большой, на самом деле, подвижкой, потому что мы помним, как на протяжении последних 2 лет тема полуострова не звучала не только из уст украинских властей, но и, по большому счету, на международном уровне она звучала тоже в очень-таки фоновом режиме. Спасибо вам большое, Ольга, что нашли время сегодня включиться к нам в студию. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, рассказывала нам о том, собственно, для чего создана миссия Совета Европы в том формате, в котором она, собственно, присутствовала на полуострове. Вот как раз-таки Ольга рассказывала, что изначально программа для миссии, она планировалась российскими властями, в том числе российскими силовиками, но в эту программу, как сообщил, например, глава Меджлиса крымско-татарского народа, Рифат Чубаров, удалось внести коррективы, и в том числе спецпредставитель Генсека Совета Европы встречался в Крыму с теми людьми, которые, по мнению, например, российских властей, не должны были быть спикерами по этой теме. В том числе, вот сейчас с нами на связи организатор Украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин. Леонид, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, я так понимаю, что вы в том числе были одним из тех людей, мнение которых удалось донести до спецпредставителя. Да, получилось донести мнение. И в первую очередь, что вы старались сообщить европейским, соответственно, дипломатам? Из того, что вы можете озвучить в нашем эфире. В первую очередь, это проблема украинского языка в Крыму, потому что сегодня он вытеснен из сферы обучения в школах, в первую очередь. Да, есть проблема и того, что у нас закрыт факультет украинского языка в ТНУ. Теперь он называется Крымский федеральный университет, да? Да-да. А в вторую очередь, это то, что крымчане сегодня, украиноязычные крымчане, имеют возможность только смотреть и читать газеты и телевидение только через интернет или через спутник, да? А что единственная украиноязычная газета «Светлыця» в Крыму с приходом России перестала издаваться в печатном виде. И одно из таких последних громких, наверное, преступлений крымской власти против крымских украинцев — это закрытие Венской театральной студии «Светанок». Потому что я общался с многими детьми, которые там обучались и выступали, и они, по их словам, это было сделано не только администрацией Центра детского и юношеского творчества, но и с привлечением туда Центра противодействия экстремизма, который не раз общался с родителями этих и уверял, что крымский язык в том виде, в котором он существует, не может нести пользы сегодня в Крыму. Понятно. То есть, на самом деле, мы в очередной раз убеждаемся, что все уверения в защите украинского языка, что украинский язык получил статус в рамках Крымской конституции, это слова, которые делами не подтверждаются. А на ваш взгляд, вот что может... Остались ли еще какие-то вот в Крыму, то, что какие-то очаги украинской культуры, какие-то украинские организации, которые могут стать вот следующими мишенями тех людей, которые пытаются вытеснить украинскую составляющую из жизни полуострова? Наверное, нет. Крымская власть сегодня сосредоточена на том, чтобы создавать псевдоукраинские организации под названием «Культурные автономии», которые будут благодарить Путина за присоединение Крыма летом, да, и более ничем. И как было представители Совета Европы в одной из симферопольских школ, где был целый организован концерт, и где дети были одеты в украинскую национальную одежду, исполняли национальные песни, и что очень сильно произвело впечатление на представителей Совета Европы, потому что они как аргумент приводили мне, что во время встречи, что мы были в школе и видели, что украинский язык присутствует
обучения, культуры и сохраняются в общеобразовательных учреждениях. А ведь это, Но кстати, очень тонкая тема, потому что объяснить, что попытка свести украинскую культуру в Крыму к эдакой шароварщине, да, ее способен понять только человек, который, ну, как бы глубоко погружен в тему. Вот когда они вам приводили эти контраргументы из того, что они увидели, из того, что для них приготовили российские силовики, российские чиновники, как вы контраргументировали, как вы защищали свою позицию? одним из моих аргументов было то, что сегодня во время Украины в Крыму, да, Да. скажем так, были созданы национальные классы, в которых процесс обучения был поставлен, что все предметы преподавались на украинском языке или на крымско-татарском языке. Сегодня этого нету. Сегодня есть возможность изучать украинский язык в качестве факультатива, и то это не во всех школах Крыма есть. Также одним из аргументов было то, что сегодня все конкурсы, которые были посвящены украинским писателям в Крыму, я знаю, когда работал в школе, и они не проводятся. Понятно. И показательные выступления, да, возможно, потому что дети обучались определенное время, там 10-15 лет, да, в школах, и они готовы выступить на украинском языке. Ну, понятно. Но это все в любом случае такая вот нишевая история. Последний вопрос. Леонид, вы вот лично и ваши соратники, вы ощущаете дополнительное пристальное внимание, там, например, российских силовиков к себе и к Украинскому культурному центру? Да, да. То есть любое наше мероприятие, которое мы проводим хоть как-то с какой-то публичной оглаской, там, например, собраться почитать книги, да, на украинском языке, они заканчиваются, по крайней мере, мне звонками с городского отделения полиции или с Центра противодействия экстремизму. Понял. Спасибо, Леонид. Спасибо, что нашли время. Организатор Украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин рассказывал о том информационном вакууме, который существует в представлении, например, миссии делегации Совета Европы, которая приезжала на территорию полуострова выяснять, как обстоят дела, собственно, с правами человека в Крыму. Но, друзья, кроме того, безусловно, положительным моментом является то, что делегация Совета Европы смогла встретиться с представителями крымско-татарского меджлиса. И как раз-таки буквально через секунду мы будем говорить с Нариманом Джелялом, первым заместителем главы меджлиса крымско-татарского народа. Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 9:35 и в 19:30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Друзья, как и обещали, вы в прямом эфире Крым Реалии. Мы говорим с Нариманом Джелялом, первым замглавы меджлиса крымско-татарского народа. Рады приветствовать вас. Добрый вечер. Добрый вечер, Павел. Скажите, а вот что интересовало вторую сторону, вот делегацию Совета Европы, когда вам все-таки удалось с ними встретиться? Вот какие вопросы в первую очередь они поднимали? В первую очередь мы говорили о соблюдении и вообще доступности ряда гражданских свобод здесь, в Крыму. В частности, наших гостей интересовала свобода слова, свобода деятельности средств массовых информации, свобода деятельности общественных объединений и проведения каких-то публичных мероприятий. То есть то, что закреплено в большинстве демократических конституций, закреплено в частности и в Конституции Российской Федерации. Но добиваться сегодня реализации этих прав становится все сложнее и сложнее. И насколько нам стало известно, господин Штудман сам занимался именно вопросами свободы деятельности СМИ, в частности в ряде близких для Крыма государств, и для него это составляло какой-то еще и, видимо, профессиональный интерес. Но, естественно, мы не сосредоточились только на этих вопросах, а за нашу достаточно непродолжительную встречу постарались нанести максимум информации, но таким образом, чтобы нашим гостям, как оказалось, не вполне понимающим всю специфику и все нюансы Крыма, донести, и тем более с условием, что мы пользовались услугами переводчика, это в определенной мере уменьшало времени для общения.
Мгм. А насколько, то есть, та делегация, которая приехала, она, ну, как бы не вполне в курсе крымской реальности, той реальности, в которой оказались все жители полуострова после событий февраля-марта 2014 года. Это действительно так, потому что, естественно, чтобы понимать полностью ситуацию, нужно было жить в Крыму, быть в Крыму хоть какое-то продолжительное время. Я думаю, Павел, вы прекрасно помните, что не всегда и в Украине знали крымскую специфику, Да, и понимали, безусловно. хотя мы жили в одном государстве, и до сих пор это продолжается. Чего ж хотеть от европейцев, которые весьма далеки и пытаются, воспринимать ситуацию с точки зрения тех шаблонов, которые подсказывает им предыдущий опыт работы, там, я не знаю, в странах Ближнего Востока, в Турции, где-нибудь в зонах конфликта в Центральной Азии или в Югославии бывшей. И вот это применять, и ты пытаешься объяснить, что здесь все-таки несколько иная ситуация, и пытаешься расставлять акценты, и они честно признаются, что с одной поездки понять все невозможно, и как бы, по крайней мере, они не скрывают, что для того, чтобы разобраться в ситуации, нужно сюда приезжать, в чем, собственно, их искреннее желание, то есть Мгм. регулярно посещать Крым. А они давали какие-то обещания со своей стороны, быть может? Нет, ни в коей мере. Господин Штудман истинный дипломат, который сразу объяснил весь объем полномочий, который, в принципе, выделен Советом Европы для данной миссии, их задачи, и просил не возлагать большие надежды на первую, как они говорили, поездку в Крым, и объясняли, что их задача максимально разобраться по возможности за ту неделю, которую они здесь пробыли, в ситуации, донести и, самое главное, добиться второго, третьего и последующих визитов представителей европейских структур на полуостров. Ну, насколько я понимаю, что встреча с Меджлисом крымско-татарского народа не планировалась изначально, не была включена в ту программу, которую готовили российские чиновники для миссии Совета Европы. Или я ошибаюсь? Да, встреча с Меджлисом не планировалась. Ее добивались наши руководители в Киеве. Мы тщательно подобрали тех людей, которые могли бы донести и представлять различные мнения для наших гостей. И обратились соответствующим образом к руководству Совета Европы. И несмотря на мне трудно говорить, что противодействие, но несмотря на желание, создав очень плотный график для европейских гостей, не допустить нашу встречу, господин Штудман все-таки настоял, он даже сделал больше. Он добился встречи с Ахтемом Чигозом в следственном изоляторе. И очень хорошо, что также они смогли встретиться с представителями контактной группы по правам человека при Совете министров Крыма. Эта встреча была запланирована, но я знаю, что с ее участниками проводились воспитательные, скажем так, беседы, чтобы они думали много раз над тем, что они будут говорить. Но там достойные люди, которые смогли донести очень много полезной информации для миссии. И последний вопрос, скажите, есть полное ощущение, когда я вас слушаю, что в европейских дипломатических структурах существует информационный вакуум в отношении Крыма. Как с ним можно бороться? Не на уровне отдельных организаций, а может быть на институциональном государственном уровне? Мы на встрече выразили очень большую просьбу господину Штудману, и об этом многократно заявлял господин Чубаров, везде, наверное, где бывал он, о том, что в Крыму просто крайне необходимо постоянное присутствие, не заезды, а постоянное присутствие мониторинговых групп. И в Совете Европы и вообще в европейских структурах есть целые комитеты, которые занимаются мониторингом за соблюдением конкретных групп прав человека. И именно уже не дипломаты, а специалисты, эксперты крайне необходимы в Крыму, и нужна не их не публичная деятельность, а нужна их профессиональная деятельность. Тогда, я думаю, максимально достоверная, объективная информация будет поступать в соответствующие международные институции, где можно принимать решения. Спасибо. Нариман Джелял, первый замглавы Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи. Друзья,
На самом деле, так уж получилось, что во многом в медвежьих углах, в тех, которые не освещены ни медиа, ни каким-то вниманием медиа, творятся самые порой какие-то несимпатичные вещи. Поэтому будем эти самые медвежьи углы освещать. Мы будем. Мы — это Крым Реалии. До скорого.